Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем сегодня беседу о том, что происходило вчера, все, что связано с этим несостоявшимся маршем женщин против насилия. В гостях у нас депутат Джугурку-Кенеша Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева. Эльвира, добрый вечер. Спасибо, что согласились к нам прийти. Я уже задавал вам вопрос вне эфира, как вы сами относитесь к этому. Какая у вас была первая реакция? Самая первая реакция, конечно, была возмущение. Вот в первую очередь, конечно, как женщина я солидарна, что ни одна девочка, ни одна девушка, ни одна женщина не должна подвергаться какой-либо агрессии в нашем обществе. Вот самая первая реакция, наверное, была такая. В процесс обсуждения, потом я вижу, что общество разделено. То есть нас уже по каким только признакам не разделяли, вот это вот как бы еще один, скажем так, повод для того, чтобы, наверное, нам уже пора искать консенсус и приходить к диалогу, и учиться слушать и слышать друг друга. Вот этого пока в обществе нет. Тут с вами нельзя не согласиться, Эльвира. А какие вы видите возможности для реализации действительно так не хватающего нам консенсуса, компромисса? Ну, в первую очередь, процесс, он естественный процесс у любого молодого развивающегося государства. Вот, как я уже и говорила, болезни роста проходят все страны. Очень развитые страны проходят это дольше, потому что у них история, опыт другой, да. Вот молодые государства, как мы, конечно, за сжатые сроки проходим там 2 революции, которые у нас были, да. Мы хотим то, что мы-то видим, у нас интернет, доступ к социальным сетям, мы хотим какие-то вещи, чтобы они были в более сжатых сроках, и чтобы как бы и сознание населения это воспринимало более мягче, более как бы, ну, процессы, которые где-то, на которые где-то были затрачены там, по 100-200 лет, в нашей стране мы хотим, чтобы за 30 лет все это раз и произошло. Есть, конечно, это очень больно проходит, поэтому, видимо, у нас и революции были, с одной стороны. С другой стороны, нам нужно садиться за стол, нам нужно встречаться. Я думаю, всем сторонам нужно встречаться. И обходиться без обвинений и переходов на личности. Это твоя точка зрения, я ее уважаю. Вот это первое, чего не хватает сейчас. Я уважаю тебя, в первую очередь, как личность. Неважно, какую ты должность занимаешь, неважно, кем ты работаешь, где ты работаешь, неважно, какие идеи ты представляешь, да. Я уважаю, в первую очередь, тебя как человека, как личность. Давай поговорим, я тебя слушаю. Вот это первое, с чего мы сейчас должны начать все. Как вы оцениваете работу милиции? Это такой тоже очень дискуссионный вопрос. Кто-то даже напрямую обвиняет. Вчера мы, женщины-депутаты, естественно, все, кто смотрел видео, непосредственно лайв с происходящего на площади, женщины, конечно же, осудили. Не все об этом высказались в социальных сетях, но вот по телефону из разговоров коллег, конечно, все женщины парламента, да, ну, большая часть, по крайней мере, с кем я разговаривала, да, они негативно отнеслись к тому, что там по видео видно, что милиция стоит и не задерживает провокаторов. В принципе, там было, бояться женщин не надо, там было всего несколько десятков девочек. И я помню, что милиция, в принципе, всегда как бы выполняла такую роль защиты, становилась кордоном, да, таким живым. И почему-то странно то, что произошло вчера, на каких эмоциях, я не знаю, на каких чувствах это произошло. Естественно, тот, кто организовывал марш, естественно, не будет говорить, что это была такая солидарная совместная акция. Потому что со стороны и человек, который пришел на митинг и который был задержан, видя вопрос же в справедливости, если задерживает одну сторону, то есть кто на меня нападал, почему они в этот же момент не были задержаны. То есть это чисто вопрос справедливости и такой вот психологический момент, который, я думаю, когда перед законом все равны. Вот это правило должно работать для всех одинаково. К сожалению, вчерашняя ситуация, она показала, что милиция, ну, я это своими глазами по видео видела, поэтому у меня тоже такая была реакция. Милиция должна была в первую очередь предотвратить нападение на девочек. Это вот то, что факт, видео, который говорит обо всем. Какими должны быть теперь дальнейшие действия, чтобы тот
оглушительный резонанс, который возник сейчас в мире по поводу этих всех событий, ну, как-то сгладить хотя бы особо острые углы? Еще раз повторюсь, критиковать со стороны очень легко, осуждать международным организациям, развитым странам легко. Мне в пример приводят там суфражисток, да, говорят, что суфражисток их там били, избивали, как-то вот пока не добивали своих прав, да. Ну, то есть у каждой страны свой опыт. Я думаю, и в милиции жены тех же милиционеров, да, я думаю, дочери тех же милиционеров, да, по крайней мере, ну, живущие там в городе, да, я думаю, их реакция тоже, если они смотрели это видео, я думаю, у них дома тоже были вопросы, там, пап, а зачем она моя ровесница, там, зачем, ну, высказала свое мнение, да, я думаю, вот как бы внутри общества, вот, как бы такие дискуссии, дебаты уже идут на сегодняшний день. Что должны делать, да, как мы должны отреагировать? Ну, сидеть и еще больше раскалять – это не выход, в моем понимании. В первую очередь, мы, как представители 6-миллионного населения с лишним, для нас важно, чтобы в обществе был консенсус, чтобы все в обществе мы учились находить там общие, ну, как бы, диалоги, да. И для этого и в среду мы, например, форум женщин-депутатов, мы приглашаем средства массовой информации, мы приглашаем представителей МВД и сами депутаты женщины, там, по крайней мере, из тех, кто подтвердил, будут на этом обсуждении. Мы хотим выслушать официальную точку зрения милиции, хотим послушать вообще, как бы, да, ну, самих политиков, самих депутатов, вот каждый выскажет свою точку зрения. Все-таки для этого у нас есть микрофон, официальная трибуна, и я думаю, что в первую очередь это агрессия, и она пугает, и это не есть хорошо. И если как бы крышку котла все время закрывать и пытаться делать вид, что ничего этого не происходит, это тоже ни к чему хорошему не приведет. Тем более самое большое достижение Кыргызской республики из всех 15 союзных республик, если говорить на чистоту, это свобода слова и самовыражения. Юлия, скажите, как бы вы в целом характеризовали положение женщин в нашей стране? Я не люблю слово «менталитет», поэтому я скажу так. Издревле всегда женщина была на равных с мужчиной, именно в кыргызском обществе. В отличие от некоторых наших центральноазиатских стран, соседей, мы всегда были на равных, нас всегда слышали, мы всегда были в активной позиции. Не буду приводить, вот, как бы, там очень много примеров там, про Курманджан, как говорят, да. То есть лидерство в кыргызском обществе – это нормально, лидерство женщин. Тогда почему любая активность женщин вызывает такую острейшую реакцию неприятия? Но на этот вопрос мне, конечно, так же, как и вам, я думаю, это сложно ответить, да, что происходит сейчас. Сейчас почему-то в связи, видимо, с отсутствием идеологии как таковой у нашего молодого государства, у нас нет определенной стратегии развития, у нас нет определенных идеологических, таких вот объединяющих каких-то вот таких факторов ценностей на сегодняшний день. То есть внутри общества созданы какие-то разные социальные там группы, да, разные как бы идейные формирования, да, но общей объединяющей национальной идеологии на сегодняшний день пока нет. То, что как вот флаг, который будет указывать, куда нам всем идти, вне зависимости от вероисповедания, вне зависимости от национальности и пола, да, и принадлежности, социального там, и любого статуса и классов. Да. Пока вот это то, к чему нам надо прийти. Мы должны понимать, что, да, мы, конечно, маленькое государство, там, ну, сравнительно, да, но мы настолько свободолюбивые, и подавлять одну часть общества там, какими-то там угрожающими этими вот акциями, которые произошли вчера со стороны мужчин. А, кстати, я хочу отметить, если ты действительно верил в то, за что ты шел в колпаке, но при этом ты одел медицинскую маску или вот тряпку на лицо, да, зачем ты закрывал лицо? Если ты веришь, ты открыто высказываешь свои позиции. Если ты действительно уверен в том, что ты правильно наказываешь женщин, ты пришел бы с открытым лицом. Я думаю, эти мальчики, я не хочу их там в чем-то вот так сейчас вот, я не знаю, кто это, во-первых, был, да, и
поименно, когда не знаешь, это сложно так какую-то абстрактную субстанцию там адресовать, да, но я уверена, что он, значит, они подсознательно чувствовали, что они не правы, иначе бы они не прятали лица. Тот, кто был уверен в своей позиции, он бы пришел открыто, он бы начал бы с того, чтобы начал об этом говорить и высказывать. А там даже до полемики не дошло, там просто вот там порвали транспаранты, набросились, да, но это не есть хорошо набрасываться на физически более слабого человека в любом случае. И нас это не красит. Очень много было вопросов, задавались они в сети, конечно же, о том, кому это могло быть выгодно. А вы сами не думали, действительно, кто мог... Ведь понятно, что акция спланированная была. Кто мог спланировать? Как политик, я могу сказать, на сегодняшний день в нашем политическом, вот там, где я нахожусь, обществе, да, так сказать, политическом пространстве, есть очень много разных групп влияния. Это было все 30 лет. Так всегда было. Особенность нашего кыргызского, так сказать, политического сегмента. Да? И когда идет попытка влиять на какие-то процессы, люди пользуются разными методами. Да? Но кто бы за этим не стоял, я надеюсь, что мы пригласим милицию, я надеюсь, что все-таки какие-то действия, кто-то понесет ответственность за произошедшее, потому что реакция, она есть. Я знаю, что реакция в Белом доме есть. Я знаю, что в парламенте мужчины уже начали выступать и осуждать, что никогда мы не подвергали насилию наших женщин. Ну, именно в таком плане, вот, пойти и открыто взять и просто вот на слабых девчонок набросить, такого никогда не было. Кто-то из мужчин-депутатов, насколько я знаю, из моих коллег сегодня даже выступил и сказал: снимите маски, приходите в парламент, да, давайте поговорим, да, то есть вот как бы так, да, то есть... К чему я говорю, кто бы за этим ни стоял, он сделал огромную медвежью услугу всем власти имущим. Я не думаю, что разные толки бывают. Я не думаю, что кто-то из находящихся сейчас непосредственно в управлении государством, да, что им было бы интересно снижать рейтинги на международном уровне. Я не думаю, что было бы интересно в очередной раз поднимать полемику в обществе. То есть сейчас есть более важные вещи. Да? Во всем мире сейчас идет огромные финансовые, такие моральные, психологические и все остальные затраты ресурсные на борьбу с коронавирусом. Нам есть на чем сосредоточиться. Да? Огромные потенциальные потери, от которых, вы знаете, в Российской Федерации обрушился рубль. Последствия от этого, от падения цен на нефть, она однозначно отразится на нашей экономике. То есть у нас есть более глобальные задачи. Поэтому то, что произошло, кто-то решил, если таким образом набрать очков, я не знаю, какие-то определенные группы влияния, да, у них это не получилось. Ну, как минимум. И это, как максимум, это была действительно такая серьезная медвежья услуга. Неправильная, ненужная сейчас. Дежурный по вечеру Максим Полетаев. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем обсуждать действительно тему, которая в центре внимания оказалась. У нас в гостях Эльвира Сарбалдиева, депутат Джугурку Кенеша Кыргызской Республики. Эльвира, ну вот действительно в первом блоке у нас Зире, активистка, певица, произнесла такое, что очень страшно, что милиция не защищала. Вот это, она говорит, было очень страшно. Скажите, вот такие эпизоды, не подрывают ли они какое-то доверие, что ли, к власти в целом? Не только к милиции, а к Джугурку Кенешу в том числе, к правительству и так далее. Вообще в обществе и так, скажем так, не самый высокий кредит доверия власти имущих у нас. И мы это, ну скажем так, я это осознаю. Вопрос справедливости вселенской, равных прав и равенства перед законом, он как раз-таки на таких примерах и виден. Естественно, участницы марша, которые будут видеть, что провокаторы спокойно уходят, но при этом задерживают там девушек, а тех, кто нападал, они остались в стороне, это вопрос социальной справедливости. Так не должно быть. Перед милицией должны в первую очередь, ну конкретно, если уже по пункту говорить, номер 1 – нарушение общественного порядка. Кто к кому пришел в гости.
То есть, если девочки это инициировали, если марш он шел, как он шел, в принципе, да, приходить, так сказать, на другое мероприятие, срывать его, ну и вести себя агрессивно, ну, такого у нас ни в обычаях нигде такого нет, ну, скажем так, да, во-первых. Во-вторых, там совсем молодые девочки. Вот то, что я видела, естественно, меня это расстроило. Как в первую очередь, как женщина, меня это расстроило. И если раньше был какой-то, вот помните, там было такое понятие, как дядя Степа, который меня защищает. Но последние 30 лет этого ведь нет уже. То есть, когда ты видишь милиционера, если там, я не знаю, в какой-то стране ты идешь, знаешь, что с ним приходит порядок, спокойность и стабильность, да, но у нас в нашем-то сообществе этого нет уже давно. И над этим, над имиджем, над восприятием представителей правоохранительных органов, я не говорю, что там плохие или хорошие. Там есть очень достойные профессионалы, люди, которые работают. Но в целом имидж, так же, и для справедливости надо отметить, так же, как и с парламентом. Есть негатива очень много. Заслужили мы его? Скорее всего, заслужили. Раз то, что происходит, то происходит. Да? И нам всем надо менять произошедшее. Надо понимать, что пока закон не станет равным для всех, вне зависимости от всего, что там есть у нас в обществе, да, такие вещи будут происходить. Но при этом однозначно, что за произошедшее, вот то, что было, да, милиция должна понести ответственность. То есть это не так, что рядовой милиционер, да, а это там, кто этим руководил на месте. Тот, кто стоял старший по званию, который смотрел и допустил. Они должны понимать, что вопрос ответственности должен подниматься в обществе постоянно. Кто за что отвечает. Ну, женщина, она должна всегда понимать, что она под защитой. Мы должны это нашим будущим поколениям, девочкам должны дать почувствовать. Неважно. Также и мальчики. Любой, кто вот как бы, да, в каком-то общественном пространстве, да, он должен чувствовать, что государство стоит за его защитой. Это как бы нерушимые правила и ценности. Да. Хочется, конечно, однажды действительно проснуться с этим ощущением. Скажите, я понимаю, что вопрос сложный, задавал вам его вне эфира, но все-таки хотел, чтобы вы своими рассуждениями поделились и с нашими телезрителями. Невозможно не заметить, что градус агрессии в нашем обществе особенно сейчас зашкаливает. Возможно, это алармистские, панические, конечно, настроения, это мое мнение, но как вы думаете, что можно сделать для того, чтобы вот это действительно, как вы сказали, крышка, которая вот-вот может вылететь или взорваться, что сделать, чтобы этого не произошло? Мне всегда интересна позиция, я их, конечно, так периодически обзываю диванными экспертами, да, которые сидят в социальных сетях, в истерике, маму, помогите, вокруг все вот, и вот с криком, там, да, вот в социальных сетях особенно это очень видно, да. Есть, говорить, что есть большинство, есть меньшинство, тоже, наверное, с моей позиции неправильно, да, но где-то развитие идет в ином пространстве, где-то по-другому это все воспринимается, надо выезжать в регионы. Сидя где-то за компьютером у себя там в кабинете, в комнате, да, и пытаться таким образом заставить общество развиваться, тоже сложно, да, то есть нужна дискуссия. То же самое любой из нас, когда я до прихода в парламент, до 2015 года, я была очень активным, я думаю, один из самых активных диванных экспертов, ну, я так утрирую, да, кто в социальных сетях, ему казалось, что вот должно быть вот так, я это видела, как я видела в идеале. Придя в парламент, непосредственно выезжая в регионы, я понимаю, как многого, особенно живущие в городе, никогда не выезжавшие в регионы, никогда не контактирующие, не общающиеся, да, наши, так сказать, ну, представители социальных сетей, да, отдельные личности, да, как много они упускают. Жизнь настолько многогранна. Это общество мы должны менять вместе. Особенно в социальных сетях, вот те, кто популярны, инфлюенсеры, да, вот, то есть люди, которые влияют в социальных сетях на общественное мнение, да, opinion-мейкеры, да, они должны понимать, что они тоже несут ответственность. Мне, конечно, проще всего было вот вчера вот выйти и сказать, все вокруг редистские, как так можно было, так не должно быть. Но я обзвонила представителей правоохранительных органов, да,
и обзвонила там своих коллег, да, и коллеги тоже самое поделились. Мы понимаем, что мы несем ответственность, мы не можем себе позволить каких-то вот таких очень много эмоций, что надо понимать, что мы несем ответственность также за всех. Все, кто есть, разные представители, пусть это будут радикальные, да, у них свое мнение. Но вот как поменять эту точку зрения, как пытаться сделать так, чтобы они вас услышали, это очень большой вопрос. Это вот, еще раз говорю, это диалоги национального масштаба, с участием парламентариев обязательно. Потому что парламентарии, на то мы и парламентарии, что 6 миллионов человек избрали эти 120 депутатов. Как избрали, другой вопрос. Но мы пришли, мы в парламенте, мы должны выходить, мы должны дискутировать. Но есть еще такое, что те, кто должны влиять на процессы, их часто не слышно и не видно, потому что я по себе знаю, да, какую бы тематику я не вынесла в соцсети, да, обязательно мы напрашиваемся на какую-то такую агрессию, да, что в итоге ты сидишь, по крайней мере, вот вчера я по себе вот вечером уже думала, да, может, вообще лучше ничего не писать, сидеть тихо, да, и вот как-то дальше продолжать жить, да. Вот большая часть населения Кыргызстана живет именно так. Меня это не касается, это с кем-то там произошло, с чьей-то дочкой на площади, чей-то сын в маске вышел, да, правильно он, неправильно, я не буду об этом говорить, да, но вот каждый вот живет, мы живем в своем таком домике, вот большая часть нашего населения, меня это не касается. К сожалению, это может коснуться всех. Когда в парламенте вот мы защищали законопроект о насилии, там, против насилия в отношении женщин, там, насилия в семье, да, я помню, когда я приводила пример, там, свою семью, да, пока в нашей семье был, у нас достаточно патриархальный папа был, да, он погиб 15 лет назад, но 26 лет, пока он был рядом, я взяла и всегда жила с ощущением, что он есть, он рядом, все. Меня там проблемы мира не касались. Это, я думаю, это во многих патриархальных семьях наших у нас есть такое, да. И, к сожалению, он трагически погиб. И после его смерти моя жизнь настолько кардинально изменилась, что, оказывается, не всегда тебя мужчины защищают. Оказывается, они и домогаются, они и бьют, ну и насилие сколько, да, в обществе, да. То есть я, наверное, как тот человек, который на себе пережил очень много негатива в процессе вот после потери там мужской сильной, ну, отца в своей жизни, да, наверное, поэтому я, когда в парламенте выступаю, часто говорю мужчинам: вы не всегда будете рядом со своими дочерьми, вы не всегда будете рядом со своими женами. Вы должны понимать, что в жизни бывает разное, и чтобы она могла быть в этом обществе самостоятельной субстанцией, под самостоятельной личностью, да, под защитой государства, мы должны сделать так, чтобы законы были равны для всех, чтобы им подчинялись все. Сегодня ты во власти, сегодня ты рулишь, сегодня ты при ресурсах финансовых, там, каких-то социальных ресурсах, да. Завтра это все может не случиться. Завтра, в первую очередь, твоя семья может подвергнуться тем же нападениям на тех же митингах. То есть пока человек не поймет, что это не так, что моя хата с краю, есть очень грубое выражение, да, когда человек поймет, что это и меня может коснуться, а это может коснуться абсолютно каждого, семьи каждого мужчины в нашей стране, я думаю, вот осознание должно прийти именно с этим, что мы не должны как-то вот стороной обходить, это где-то там в Бишкеке или это где-то там на площади, меня это не касается. Мы должны каждый понимать, что мы несем ответственность за происходящее. Заканчивается время нашего эфира. Юлия, спасибо вам большое. Я думаю, действительно, это важные темы, и, возможно, действительно, мы рано или поздно проснемся в той стране, где права и свободы каждого гражданина соблюдаются. Мы молодое и государство, мы развиваемся. Да. Друзья, ну, собственно, вот такой у нас сегодня получился эфир. Я напоминаю, что в гостях у нас была Эльвира Сарабалдиева, депутат Джугуркенеша Кыргызской Республики.